Если вы не читали произведение Раиса Туляка, а именно поэму «Яну», да, «Горение», «Пожар», то я очень рекомендую, особенно тем, кто интересуется историческими событиями, кого волнуют проблемы и вопросы того, что происходит сегодня. И если вы хотите сравнить коротко, емко прошлое, будущее, настоящее, да, то поэма «Яну» для вас очень интересно подойдет для этого. Она каким-то образом, возможно, похожа на поэму Табыну Рами Гарипова «Поклонение», да, или на произведение Рауля Бикбаева «Халкыма хат. Письмо моему народу», да, и затрагивает очень много интересных аспектов. Если бы сегодня Раис Туляк написал подобные произведения, его бы можно было бы смело причислить к киноагентам. В советское время это был бы врагом народа, и другие ярлыки бы точно бы получил. Эта поэма «Яну», «Пожар», по-другому, оно было написано в расцвете национального самосознания в 95-е годы, как раз-таки, когда проходил первый башкирский Курултай, да, много подобного движения было в это время после распада Советского Союза, связанные с национальной идентичностью. И поэма очень тонко раскрывает разные проблемы с особенно интересными метафорами, которые другие бы на сегодняшний день могли бы сильно осудить. Сам автор Раис Туляк родом из села Бурамбаево Баймакского района. Село Бурамбаево тоже довольно известно, потому что это село породило много творческой интеллигенции, много народных певцов, которые поют протяжные песни, много кураистов, танцоров, поэтов, писателей. Село само небольшое, оно могло собрать целый ансамбль и с этим ансамблем выступать в конгресс-холле, давать целые концерты, да, и этим вот оно известно. Кроме того, само название села Бурамбай, оно тоже связано с известной личностью, а именно с Бурамбай Сасаном. Но этот человек нуждается в отдельном изучении, потому что у него тоже очень довольно интересная история. Село Бурамбаево, кстати говоря, недалеко находится от моего родного села, там, где я учился, родился и вырос село Первоиткулово. И многие писатели, поэты из соседних сел, деревень, которые там стали потом известны, они тоже учились, кстати говоря, в той же школе, где я. По сути, мы с автором Раисом Туляком учились в одной школе в селе Первоиткулово, он тоже закончил эту же школу. Так, давайте же перейдем к поэме «Яну» и попробуем его разобрать, почитать, разобрать, привести определенные примеры, что там написано и что он из себя представляет. Наша задача попытаться понять ее ключевой стержень, да, расшифровать ключевую метафору, которая проходит через всю поэму от начала и до конца. И ключевая метафора рождается с очень простой трагической истории, которую повествует нам автор через образ главного героя, а именно через пастуха, обычный сельский пастух. И в этой поэме образ и символ горящего сарая, огненного сарая, он становится метафорой, и мы видим, как поэт использует этот образ, чтобы нам передать, рассказать о разных исторических травмах, о проблемах сегодняшнего дня, о социальных проблемах народа. Все начинается довольно просто в этой поэме. Обыденная картина, пастух, стадо баранов, путь на зимовку, путь пастбища на зимовку. Ничего абсолютно не предвещает беды, но атмосфера уже начинает сгущаться, потому что холод, первые заморозки, снег, дождь в лицо прут, да. Пастух стремится быстрее попасть домой. В начале произведения пастух очень четко обозначает «Мен көтеусе», «Я пастух». Яйлаудардан малды кылайны кышлакка, с летних пастбищ гнали скот на зимовье. Он и его мысли очень совершенно понятные. Добраться с точки А в точку Б, он устал, он замерз, и чтобы стадо баранов быстрее оказалось в этой зимовке. Но холод, первые заморозки, дождь, да, сразу чувствуются,
напряженная такая атмосфера, тяжелая, изматывающая дорога, и появляется тот самый запах дыма, да, тревожный знак. Пастух, который уже мыслями в тепле у очага, он замечает его даже не сразу, да, и вот наступает некий критический момент. Бараны, кажется, почуяли конец пути, они думают, что вот это спасение, это тепло, укрытие, а они срываются с места, бегут в эту зимовку. И именно в этот момент, когда пастух уже такой уставший, измотанный, появляется предвестник этой беды, он сначала его даже не сразу замечает, да, шулсак, нисик, тютюн курмагаммен, как же я там дыма не увидел, он говорит, да, запаха не почувствовал. Оказывается, зимовка, сарай, куда идет стадо баранов, он горит. И дальше начинается вот эта вот драма. Бараны, они инстинктивно чувствуют близость укрытия и несутся прямо к воротам этой зимовки. Ворота открыты, естественно. Пастух все это видит, рядом находится бригадир, он говорит, кричит там пожар, янгын, янгын, пожар, но сам ворота не закрывает. И самое интересное, да, он вот кричит, но при этом ничего не действует. Он говорит, что пожар он видит, но он ничего не делает. И пастух сам в отчаянии тоже пытается как-то вмешаться, сдалека кричит там «Капкаларды яба халыгыт, капкаларды яба халыгыт». Закройте ворота быстрее. Это цитата, эти строки будут повторяться тоже все произведение. Да, пастух кричит, что закройте ворота быстрее, но это стадо баранов неудержимо несется вперед, и мы можем на это рассмотреть с какой точки зрения, да? Что же на самом деле там происходит? Ситуация очень простая, физическая трагедия этого стада, да, инстинктивная, которая несется в огонь. И здесь кроется весь ужас, весь парадокс этой ситуации. Инстинкт этого стада ведет к тому, чтобы быстрее пойти в зимовку к сараю, но сарай в огне. То, что кажется спасением, на самом деле для них, для этого стада, это смертельная ловушка. И поэт это неоднократно подчеркивает. Пастух понимает, что уже поздно, огонь уже ворота охватил, и тут происходит совершенно одно непонятное, да. Один барашек, которая шла вперед, одна овса, да, она уже, по сути, выскочила обратно, было из огня, да, но обезумев от жара, от страха, она вдруг разворачивается и бросается обратно в пылающий сарай. Да не то, что она бросается, ее даже само стадо обратно заталкивает, когда она хочет выйти. И за этим барашком все стадо тоже обратно пошло вниз, стадо само увлекло ее и просто рвануло следом внутрь этого огненного сарая. Все стадо несется вперед, и все, что есть на пути, они сбивают, и образ главного героя, пастуха, он тоже падает в грязь, по нему топчется стадо баранов, тысячи копыт. «Мини тапат, мини идеп уттилер, меңерлеген харык тоягы», говорит он. Он лежит раздавленный, униженный и чудом выживает. И вот это вот лежа в этой грязи, наступает некий финал, сарай рушится, погребая под собой все стадо, и ужас, да, вот завершается эта сцена таким горьким обращением пастуха к погибшим овцам. Он говорит: «Эй, хайван, мэскин харык баштары, эх, глупые, несчастные овечьи головы, пусть души ваши будут в раю, яндарегет ожмахта булгандар». Тут и жалость, да, и горечь, горечь больше, а именно от этой слепой, бессмысленной гибели этих барашек. Это крик, отчаяние, да, это, можно сказать, оран, клич, да, полного бессилия пастуха. Он пытается что-то сделать, но его голос тонет в этом большом хаосе, в реве обезумевшего стада, и дальше разворачивается все как в неком сне, просто по определенной цепочке. Одна овца вбегает в огонь, пытается метнуться назад, но ее просто
заталкивает толпа, да, мы это уже говорили. И вот уже все стадо, подталкивая друг друга, несется в пламя, сметая на своем пути и пастуха, который как раз-таки пытается их спасти. И вот эта вот картина горящего сарая, да, вот, и стада, которая сама идет в огонь, он становится отправной точкой для довольно тяжелых, неприятных для кого-то размышлений. То есть образ огненного сарая, первый образ, второй образ – это образ стада. И они вместе несутся к гибели. И в один момент, после всей этой ситуации, этот образ пастуха, он просто превращается в нечто иное. Да? Он перестает главным эпизодом из этой жизни, и начинается другая сцена. То есть рассказ уже идет не просто о пожаре, да. Это символ довольно интересный, он очень мощный, то есть создается, чтобы показать гораздо что-то большее. И вот он ключ, по сути, ко всей этой поэме, горящий, там, утлы гарай, огненный сарай, губительный образ, да, образ губительной идеи, разрушительная сила, да, которая маскируется под что-то хорошее, под спасение. И вот под этим образом нужно следить, чтобы понять всю глубину замысел поэмы. Образ огненного сарая становится объектом какого-то фатального движения к саморазрушению. Поэт прямо это связывает с прошлым. Сам пастух уже после разрушения сарая говорит: «Мен бит башта аркаимда яндым, хүйентүстә яндым хуңынан». Я ведь сначала горел в Аркаиме, потом горел в Суянтусе, да, то есть это древнее поселение на Урале, по сути. Ну, то есть Аркаим – это древнее поселение, Суянтус – это вот уже 18-19 века, когда после карательных отрядов русских и имперцев, да, после башкирских восстаний, башкир сжигали целыми деревнями. И вот в Суянтусе как раз-таки целую деревню, более там сотнями людей заводили в сарай и просто сожгли. Да, а Аркаим, кстати говоря, тоже, по сути, он был сожжен, то есть причина гибели этой цивилизации, которая построила Аркаим на территории Южного Урала, она тоже была исчезла по причине пожара, то есть по причине огня. Это символы ушедших эпох, и все они как некие знаки прошлых катастроф, да, пожаров, именно истории, которые преследуют наш народ. Да. Утлы гарай киля тарих буйлап. Он говорит, что горящий сарай идет по всей нашей истории, и он переносится от эпохи в эпоху, от века в век, переносится в 20 век, да, в советское время, переносятся другие образы, совсем уже другие жуткие черты. Он берет пионерские лагеря, да, и сравнивает их с крематориями. Я думаю, и на сегодняшний день можно взять похожие аналоги, я не буду говорить конкретно какие, но вы, я думаю, все сами будете понимать, о чем будет речь. И поэт, автор называет вот эту систему пионерских лагерей крематорием, потому что, по сути, туда заходят люди, дети, да, переплавляют живые умы, создают неких слепых фанатов, которые готовы пожертвовать всем и всем ради вот этой вот чужой идеи. И автор говорит, что крематорий, да, ускан бала, ребенок, прошедший через этот крематорий, да, он подвергся идеологической обработке, слепой вере, да, произошла, по сути, некая переплавка его сознания, ломка воли произошла, да, растопили сознание этого ребенка, заливая разные формы, да, создавая послушных исполнителей, которые готовы идти на все ради этой идеи. То есть он пишет, как зомбилар хэм камикадзелар, эти дети готовы быть и зомбими, и камикадзами ради чужой той идеи, которая на самом деле им несущественна. И приводятся очень страшные детали, опять же, именно вот такие дети, которые проходили через такую обработку, они потом сдавали своих отцов, да, сдавали своих родственников, именно они участвовали в репрессии
своих собственных знакомых, друзей, соседей. Они, по сути, жили все в одном месте, но прошли через этот крематорий, и их умы были переплавлены. По сути, это буквально гнали в этот идеологический огонь всех подряд. Сковывали мысли, да, то есть там есть цитата «Фикрдарды бгауланлар», да, тот же мотив. Слепое движение, губительное пламя. Затем вспоминается участие башкир в 1812 году на войне. Известная цитата из известной песни, да, «Любизники», «Любизар», которая была сказана Кутузовым. Но тут тоже есть сомнения в искренности этой цитаты. Похвала используется для выражения «Түрлі яқтан халам тықтылар», ну то есть халам тықтылар, чтобы поджечь. То есть они подстелили соломки для вида, чтобы нас снова поджечь, якобы этой славой. Звучит снова вопрос, а стоит ли верность башкирского народа, да, именно этой цены? И упоминается еще одна там версия, да, об отравлении Кахым Тура, то есть это народный герой, он по сути был отравлен теми же сторонниками Кутузова. Слава, с одной стороны, да, была, но она опять же могла обернуться горечью. И стоило ли все этого? И снова та же тема огня и самопожертвования, да. Башкирская конница снова бросается в самое пекло против танок, против пушек, где полностью, к сожалению, была разгромлена, то есть она полностью, башкирская кавалерия, во время Второй мировой войны в борьбе против пушек и танок она была разгромлена. Тагы танк туптары на каршы сапты, то есть снова верхом против танок, против пушек скакали навстречу башкирские конницы. Да, и снова тот же образ, это образ того же самого стада, которое несется в огонь, пусть и по сути героический огонь в данном случае, но снова гибель. И чтобы подчеркнуть всю эту постоянную угрозу, которая веками длится, поэт напоминает завещание Петра I, а именно, которое призывало истреблять башкир. Да, это тоже, по сути, проявление еще одного исторического пожара. Еще одно проявление Утлы-Гарай, в котором говорит пастух на протяжении всей поэмы. Но эта поэма не только о прошлом. Он показывает эти огненные сараи, огненные дворцы, да, они и сегодня актуальны. Абсолютно это так, я думаю, вы сами можете увидеть много аналогий. Этот пастух сравнивает ту же самую картину, например, на митингах в начале 90-х. Люди на площадях кипят от гнева, от разочарования, да. Кайда былтыр бирган вәгъдәләр, где прошлогодние обещания, да. Алданылар безде тагыла, обманули и в этом году. И тут появляются пламенные ораторы, которые заводят толпу своими речами. Пастух снова узнает эту боль. Утлы гарай бының тельмәре, говорит пастух. Горячий сарай, его речь. Он пытается снова крикнуть, снова остановить. Тугандар тем, туктагы, тыныс акыл кәрәк. Родные, он говорит, остановитесь. Нужен спокойный, рациональный разум, но его голос снова тонет в этой суете, в шуме. И поэт берет вот эту вот страшную метафору и как зеркало подносит ее к своему народу, чтобы раскрыть проблемы сегодняшнего дня, в свое время, то, что происходит сейчас. Он использует ее, по сути, чтобы предупредить о совершенно реальных кризисах, которые угрожают и очень сильно угрожают. И вот эти красивые пламенные речи, харизматичные ораторы, да, которые обещают золотые горы, строят дворцы, иные другие социальные блага чисто для того, чтобы обогатиться. И эти речи, пламенные речи на разных собраниях, совещаниях, митингах, и то, что сегодня происходит, это тоже огненный дворец, это пропаганда, который заманивает и тоже губит. Еще один горячий сарай, тоже довольно страшный, это утрата родного языка, когда народ добровольно идет в этот огонь,
отказывается от своей культуры, от своих корней, и он с горечью вспоминает своего рода самоуничтожение, да, своих же потомков. Пастух горечью замечает, что внуки уже начинают говорить по-русски, у них раскрывается язык с первыми словами не «эсей атай», а больше «папа», «мама». И молодежь уже не понимает своих бабушек, дедушек. Они говорят своим дедушкам и бабушкам «ундай гудар бедай ты юг», то есть дети говорят, «Вы на каком языке разговариваете? То есть мы их не понимаем вас, да? И для поэта, для пастуха это тоже тот же самый вход в этот утлы гарай, горящий сарай, да. Был бит шул утлы гарайга, яна беде барып тыктылар. Ведь это по сути тоже наш вход в горящий сарай, утрата себя, да, растворение своей идентичности, растворение своей культуры, да, своего самосознания. И есть и трагикомичный один пункт, то есть про человека, который удивляется, что оказывается у русских маленькие дети по-русски говорят, урустардың сабый балахыла русса беля, русса хилаша, эй, Махмутян, кустым, мен яша, там, типа, он говорит, эй, Махмутян, живи ты долго, ты очень наивный, да, но это тоже одна тревога, тревога связана именно с ассимиляцией. Почему происходит до той степени, что Махмутьян, вот этот вот тоже новый человек в поэме, удивляется, что, оказывается, дети русские говорят на русском с детства, а наши почему-то не говорят. И поэт использует еще одно сравнение. Те, кто отрывается от своей родной культуры, от языка, это крысы, которые бегут из горящего дома. Касып барган комак куэктер, он говорит, да. И еще один вопрос возникает. Сохраним ли мы себя самого, если какие-то внешние условия изменятся? Не станем ли мы, ну, допустим, китайцами, да? Бахтып алха беде кытайдар бит кытайса кыланырбыз микән? То есть это тоже вопрос про корни, о подлинности, идентичности, насколько наша идентичность сильна. То есть если мы сможем вернуться к самому себе, к своим корням, или опять же нам придется подстраиваться под что-то извне. И еще один горячий сарай современности – это алкоголизм. Да, он уже абсолютно реальный, осязаемый, много цифр, статистик и конкретных данных касательно данной проблемы. Поэт называет это огненной ловушкой, которая уничтожает генофонд и приводит страшные цифры как из своей родной деревни, так и повально из всех соседних деревень, где все это происходит. Страшный сарай, говорит пастух. И здесь уже его вот личная боль, потому что он потерял своего единственного сына, богатыря, да, из-за пьянства. Яңы ульдым, яңырак аракының булды курбаны. Недавно умер мой сын, стал жертвой водки и пьянства. Это его личная трагедия, хотя этот сын участвовал в сабантуях, в соревнованиях, был спортсменом, но, к сожалению, был обременен именно этим водкой, пьянством. И эта трагедия, она касается не только его, она повальна по всем соседним деревням, да. Молодые, сильные мужчины уходят один за другим. Ундан инде аштылар, унда егеттерден ханы, то есть там больше 10 уже таких мужчин. Остальные продолжают пить, да. Алкоголизм назван очень точно и ярко, яшиль аждаха, да, жертвы зеленого змея. И зеленый змей, по сути, тоже горящий сарай для собственного народа. Снова тот же мотив, снова уже здесь самосожжение. И он пытается обратиться к власть имеющим. Да? Он говорит, вот если бы запретили. Почему? Потому что башкиры, по сути, народ послужный, послужливый. Да? Если был бы строгий запрет сверху, может быть, и это помогло, да, избежать этого. Если бы правительство немножко там щелкнуло кнутом, то, возможно, бы народ перестал бы пить. Потому что во всех этих трагедиях, которые отображаются, здесь народ очень лояльно идет, да, ко всему, что происходит. То есть он мало где сопротивляется. И, к сожалению, вот это вот обращение, оно больше звучит как отчаяние, потому что здесь снова нужна какая-то внешняя сила, чтобы закрыть ворота этого горящего сарая.
И этот крик отчаянного человека, который видит, как его народ сам идет в пропасть, да, и не может уже остановиться, и не видит внутренних сил для сопротивления, да, поэтому уповает уже на что-то внешнее. То есть внешний запрет, возможно, поможет, но главное здесь, конечно же, признание проблемы алкоголизма как еще одного горящего сарая, еще одного способа самоуничтожения. При всем этом важен голос пастуха. Он постоянно повторяет «Минька тусы, я пастух, я обычный сельский пастух». Он говорит «Я не ученый, не политик, укол курмаганмен», да, то есть я не видел образования, а вы люди образованные. Но сам пастух говорит, что я видел жизнь, я стою на земле, и я вижу того, что, возможно, вы сами не видите, не замечаете из своих больших кабинетов, гламурных дворцов, да. Он ведь сам обращается, то есть этот пастух уже обращается к самому автору, поэту, да, запиши мои слова, запиши мою боль и передай это для всех, передай это народу, мое отчаяние. И здесь звучит снова та самая фраза, да, снова звучит этот клич «Капкаларды ябахалагыд», «Закройте ворота». И этот крик, этот клич, да, как с первого пожара несется, обретает совершенно там немножко новое значение, он звучит уже и когда на митингах речь идет, да, и когда речь об утрате языка и об алкоголизме. И это уже не просто речь о спасении, да, это мольба, чтобы остановить народ на пути к очередному пожару, к очередному саморазрушению, призыв к инстинкту самосохранения, сохранить самого себя, чтобы люди, стадо включили этот инстинкт. Пастух очень резко критикует гордость, которая основана на чужой оценке, оценке извне, те самые военные заслуги народа, которые отмечены чужой стороной, не самим народом, да. И он резко спрашивает, «Укуш пашындай бір фәтуәһе булһасы?» Типа, хоть чуть-чуть бы, хотя бы была бы от этого польза. Кому вы доказываете свою верность тем, что вы молодцы? И он делает довольно жесткий вывод. Тик колгана сить багага украя. Только раб будет кичиться чужой оценкой. Только раб будет довольствоваться чужой оценкой. Ну и, наконец, еще один самый коварный сарай, да, самый коварный огненный сарай – это самообман, да, когда ложная гордость, когда есть гордость за службой тем, кто на самом деле желал твоему народу гибели, тем, кто подстилал вот эту вот соломку, чтобы поджечь, да, и поэт и пастух видят в этом опасное забвение, потому что это добровольный поход в огонь исторического беспамятства. Казалось бы, да, кругом сплошной мрак, кругом одни горячие дворцы, сараи, да, но нет. Поэма это не просто жалоба или там констатация факта, это, да, крик, это отчаянный призыв к действию. И возникает вопрос, что же делать, как из этого выходить, что можно противопоставить этой слепой массовой тяге к самоуничтожению, есть ли вообще подобный ответ. Возникает некий призыв, а именно призыв, который направляет, чтобы обрести внутреннюю опору собственных критериев, да, обрести критическое мышление, кроме всего прочего, найти опору в самом себе, не ждать похвалы со стороны. Он описывает свой внутренний мир, он описывает не только прошлое, проблемы, он описывает свой образ будущего, хаял харае. То есть слово сарай на башкирском можно перевести как сарай, место, где обитает стадо овец, баранов, скот, да, и сарай еще можно привести как дворец, перевести. И тут возникает огонь реальности, который тоже туда проникает, да, он понимает, что вот этот образ мечты, мечта, дворец мечты, не получится его построить, потому что он загорается, его мечта, он горит, потому что мы следуем слепо горящему сараю, где держит скот. И он выбирает на самом деле путь, который решается не бежать из этого внутреннего пожара, да, как крыса. «Комак барыбір сығып қасмам», говорит он, да.
Я не буду убегать, как крыса. Он находит силы, чтобы противостоять, чтобы не сгореть, да. Также бессмысленно не нужно никому гореть, как эти овцы. Да, аңра харыктар кывык янмаска. И здесь уже после признания беды, констатация беды происходит, да, некая заявка на личное сопротивление в поиске выхода из этого огня. И поэма Раиса Туляка «Яно» — это, я думаю, после этого видео, если вы прочитаете, или если вы читали до этого, это очень интересное, многослойное произведение. У него много таких произведений, но я хочу обратить внимание именно на эту поэму, потому что она актуальна наибольшим образом на сегодняшний день. Это страшный образ, да, горящего сарая и слепое стадо. Оно становится сегодня ключом к пониманию череды угроз, которые происходят в историческом плане, идеологическом, да, разные социальные, культурные проблемы, которые стоят перед нашим народом. Вы и все сами прекрасно знаете и понимаете, что это за проблемы. Я уверен, что если Раис Туляк написал бы эту поэму на сегодняшний день, она была бы еще больше и была бы дополнена событиями последних лет, то, что происходит сегодня. И этот взгляд в прошлое в поэме, по сути, это тревога за настоящее, по сути, это страсть перед будущим, потому что если мы не будем таким образом призывать очнуться, включить критическое мышление, да, не давать вот этому вот стадному инстинкту, который снова-снова метет нас в очередной огонь, то мы окажемся в этом огне и нас не станет. Неважно, какой это огонь. Огонь войны, огонь идеологии, ассимиляции или же саморазрушение через пьянство. И здесь прямой призыв беречь себя, собственную жизнь, да, свою идентичность, свою культуру, свой народ, свою душу. Пастух кричит, то есть в самом начале и в конце этой поэмы, да, «Капкаларды яба халығы», требование защиты, закройте ворота. Да, это попытка самозащиты от всего, что грозит уничтожением, да, чтобы огородить себя, чтобы не сгореть. И поэма, кстати говоря, заканчивается тем, что пастух просит поэта «Шиғыр итеп яз менің хаттарымды», напиши стихами эти письма, зафиксируй эту боль, эту тревогу и передай это народу. И ответ есть, он один, простой, очень, возможно, отчаянный, да, он звучит на протяжении всей поэмы: закрыть немедленно ворота горящего сарая. Это единственное, что можно сделать, когда стадо само несется в эту огонь. Пастух, который у нас указан в произведении, это простой человек, он самый обычный сельский житель. Он как бы передает эстафету, обращается к более к образованным людям, к интеллигенции, к писателям, да, люди, которые занимаются делами, да, потому что это их долг бить в набат, да, кричать, предупреждать, закрывать ворота. И вот в самом финале становится очень ясно, что послание, оно ведь не привязано к конкретному времени, да, или конкретному народу, оно абсолютно универсальное для всего общества. Он пытается уже молиться, обращается к Тенгри, обращается к Аллаху, Всевышнему, с одной единственной просьбой, чтобы Бог дал мудрости и сил, чтобы народ смог распознать вот эти огненные сараи и не сгореть в них, как эти безмозглые бараны. В итоге поэма, по сути, это и есть ответ с очень важным вопросом. Поэт говорит сначала о сараях, да, построенных из истории, политики, культуры, там, собственного времени, какие горящие сараи окружают нас сегодня. И слышим ли мы вот этих пастухов, которые говорят нам о них, которые отчаянно кричат, да, закрывайте ворота. И мысль здесь абсолютно простая, на то, чтобы подумать, каким образом подобные проявления мягкой силы через искусство, культуру, разного рода творчество помогают нам прожить и осмыслить вот эти коллективные травмы, да, коллективных тревог, которые окружают нас. Может ли такое честное,
да, безболезненное высматривание, вот эти горящие сараи прошлого, настоящего, помочь избежать этих образов в будущем. Вопрос остается открытым, но сам факт того, что мы признаем эту проблему, это часть решения проблемы. Проговаривание, да, рефлексия – это первый шаг. И без этого точно ничего не изменится. А искусство, поэзия, творчество, подобные проявления видео на YouTube, подобные творческие посылы как раз-таки дает нам почву для этой рефлексии. Қапқаларды яба халығыт.